Картошечки мои, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы продолжаем нашу любимую игру Sally Face. Мы остановились на том, что у нас Салли вроде как подрос. В предыдущей серии точнее я нечаянно нажала на выход, и мы не посмотрели видеокассету. Но мне вот подсказали в комментариях, что оказывается можно это сделать, если я найду вдруг следующие кассеты, то можно будет посмотреть предыдущие. Спасибо большое, что подсказали. Ну что, будем начинать, продолжать. Все. Так, у нас тут есть подвал, ванная. Мы вроде в предыдущей серии в ванную заходили и ничего здесь не нашли. Мы не знаем, где сейчас наш отец. Куда он делся, что с ним. Так, здесь лежит туалет нашего кота. Кот, значит, с нами остался. Вот он сидит. Смешной. Чувак, серьезно, откуда ты вообще продолжаешь таскать эти стикеры? Это котик собирает стикеры? Прикольно. Наверное, это стикеры, они похожи на аватарки летсплейщиков. Старых летсплейщиков. Мы только сменили замок, так что я не знаю, какой код установил тот. Тот? Он что, с Тодом живет? Это что вообще за общежитие, что ли, или что это, непонятно пока, я не понимаю. Либо это его дом. Так. Йошиба. Комната сала. Мы здесь уже были. Мы потеряли куда-то свой телефон. Он куда-то делся, непонятно куда. Смотрите, здесь висят несколько каких-то разновидных масок. Есть обычная маска, почти как у нас, только полностью белая. Есть клоунская. Есть еще, смотрите, маска в стиле Джека из «Кошмара перед Рождеством». Еще, смотрите, здесь есть отсылка к Хаяо Миядзаки и какой-то Бладикорн. Не знаю, к чему эта отсылка. Может быть, вы знаете. Здесь какая-то полуоткрытая дверь. Здесь очень много коробок лежат, я не знаю, что в них. Салли ни на что не реагирует. Ладно, пойдемте. Вроде этого ничего не надо. На цветок он тоже не реагирует. Так, здесь вроде ни с чем нельзя взаимодействовать. Главный выход, но мы пока не будем выходить. Давайте поднимемся наверх. Нам надо наверху посмотреть, что есть. О, ты кто? Смотрите, какой-то новый персонаж появился. Нил. Утреца Салио, чё как? Привет, Нил. Сегодня без хвостиков, а? Кажется, я ни разу не видел тебя с распущенными волосами. Едва узнал. Хех, ага. Ты как, чувак? Ты словно в облаках витаешь. Кошмары не дают мне спать. Ага, я в порядке. Давайте скажем, что нам кошмары не дают спать. Фигово как. Может, нервы? Я тоже плохо сплю, когда у меня стресс. Может, хочешь поговорить о чем-то? Да нет, ты прав. Наверняка нервы шалят. Внизу свежесваренный кофе. Выпей кружечку. Это поставит тебя на ноги. Я всегда начинаю день с дозы кофеина. Спасибо, я подумаю. Без проблем, Салио. Так, а ты мне не дашь пройти дальше, да? Ладно, понятно. Там мы видим, стоит компьютер какой-то, чей-то, непонятно чей. Карта, что ли, или что? Ну ладно, в принципе, суть не важна. Нам это, в принципе, не надо. Так, ну давайте тогда уже выйдем, наверное. Хотя нам сказали кофе. Нил его обожает, но я не переношу, так что нет, спасибо. Я тоже, кстати, кофе не пью и никому не советую, потому что я считаю это как наркотик. Тот же наркотик. И ничего полезного от этого кофе не дается. Ну, это мое мнение. Может, вы считаете по-другому. Я люблю больше какао. Так, ну давайте уже, наверное, выйдем. Снаружи так светло. Он не может выйти. Главный вход. Ладно. А может, вот этот чел знает код? Вот, смотрите. Ты не видел мой телефон? Нигде не могу найти.
Ах да, я нашел его прошлой ночью на крыльце, решил, что не стоит оставлять, и захватил с собой, и чуть о нем не забыл. Спасибо, я и не понял, что оставил его на улице. Не парься, со всеми бывает. Держи, чувак. Так, где тот? У него занятия этим утром. А, ладно. Как продвигается охота на призраков? Тот говорил, что последнее время все движется медленно. Медленно? Хотела... ну да, медленно. И еле движется с мертвой точки. Вы ведь опять пытаетесь защитить меня, парни. Это очень мило, но вы ведь знаете, что я способен за себя постоять. К тому же я старше вас на 2 года. Да нет, просто... Да-да, 5 лет назад 4 друзей заключили соглашение, и я уважаю такую верность. Вообще-то это охренеть как мило. Хех. Кстати, о милом. Я слышал, что сегодня приезжает очаровательная Эш. Одинокая волчица 4 всадников возвращается. Волнуешься? Мы должны встретиться днем. Значит, это нет? Не могу дождаться нашей встречи. Просто, знаешь, чувствую какую-то усталость. Внизу еще остался кофе, он взывает к тебе. Салли Крамсали, возьми меня. Ты слышал эти странные звуки? Придется тебе уточнить, мистер Соня. Прошлой ночью мне показалось, что я слышал что-то вроде странной сирены. Я ничего такого не слышал. Может, Гизма опять смотрел телевизор? Нет, это не то. Как будто... неважно. Наверное, просто кошмары. Боже, чувак, ты точно себя хорошо чувствуешь? Да, я в порядке. Как работа? Блинский, работа. У меня же утренняя смена. Мне нужно бежать, Салли. Увидимся позже. Окей. О, теперь мы можем пройти, наконец-то. Тут оставил мне записку. Так, что еще есть тут? Ничего нету. Давайте посмотрим. Ой. Записка Тода с новым кодом для сарая. Повесить на него замок было хорошей идеей. 403, 53, 64. Окей, Тод. Мой мобильник напоминает о деньках, когда мы с Ларри пользовались рациями. Аккумулятор сдох, надо бы зарядить. Окей, пойдемте зарядим свой телефон и потом пойдем в сарай. Откроем там дверь. Так. Надо будет проверить через минутку. Через минутку он так быстро у тебя заряжается. Хотя те телефоны были очень такие, и держали батарейку очень долго. Потому что в них не было никаких лишних приложений. Нам нужно было только смс и звонки в основном. Интернета даже как такового не было в телефонах, кажется. Так, давайте посмотрим еще раз. 403, 53, 64. 403, 53, 64. Так, все, теперь мы можем войти, наконец-таки. Что там у нас? Доска. Поверить не могу, что мы работаем над этим уже 5 лет. Такое ощущение, что чем больше связей мы находим, тем запутаннее все становится. Там, смотрите, какой-то знак странный над дверью. Ага, Меган какой-то... Походу, это убийца вот тот самый. Всякие символы. А культ до сих пор продолжает деятельность? Если да, то куда они подевались? Интересно, куда же они подевались? Спасибо Робу, что дал мне денег на новое оборудование. Когда он узнал, чем мы занимаемся, решил, что мы настоящие ловители привидений. Так, все что ли? Что это за кассета? Давайте посмотрим первую, потому что в предыдущей серии мы не посмотрели первую кассету. Что же в ней интересно? Ау! Кто-нибудь слушает? Здесь кто-нибудь есть? Пожалуйста, мне нужна помощь. Я не могу вспомнить, кто я. Здесь так темно. Я помню ослепительный свет, обжигающий боль, а потом я оказалась здесь. Не могу избавиться от чувства утраты и отчаяния. Я мертва? Фантом. Я видела блеклый мужской силуэт.
Он чем-то важен, я чувствую, словно какое-то давнее воспоминание мелькает в закромках памяти. Его облик ускользает от меня. Он то появляется в поле зрения, то исчезает, как будто он заперт в параллельной реальности, фантом, находящийся вне досягаемости. Или, возможно, фантом тут я, а он находится в мире живущих? Я кричу, взывая к нему, но не думаю, что он видит или слышит. Кто эта женщина? Я пока не понимаю. Я пока не понимаю, кто это за женщина. Странно, очень интересно, и может, если мы, надеюсь, найдем все кассеты, мы поймем, кто она такая. Мне она пока никого не напоминает. Только вы не спойлерите, кто это. И я сама тоже сама себе спойлерить не хочу. Так, ну давайте, наверное, выйдем уже. Можно уже нам выйти? Нет, еще нельзя. А, Нил, это его парень. Все, я поняла. Это парень Тода имеется в виду. Не Салли, а Тода. Вот. Все. Потому что я увидела фотографию на его столе и сразу же вспомнила. Так, ну здесь нам ничего не надо. Пойдемте отсюда. А, все, можно возвращаться в комнату и забирать свой телефон. Кажется, зарядился. Ларри прислал несколько сообщений. Так, давайте взглянем. Не спишь? Так, ответить. Уже нет. Что такое? Отправить. Что-то не так с апорт Эдисона. Помимо призрака в жутком подвале? Я серьезно, скоро буду. Дай мне пару минут. Напиши, как будешь готов. Готов. Пути. Как ты чего так закрывает еще, наверное. Пафосно так. Ох уж эти раскладушки. Да ты чё? Эпизод 4. Суд. Мы начали 4 эпизод, ребята. Ваши слова довольно сильно разнятся с вашей изначальной историей, мистер Фишер. Разве вы не утверждали ранее, что не поддерживали общение с Ларри Джонсоном? Утверждал. Вы признаете, что врали в своих изначальных заявлениях? Да, я находился в состоянии шока и думал, что правда лишь усугубит положение. Что мне никто не поверит, я не знал, как поступить иначе. И как же нам теперь верить вашим словам? Как разобраться, где правда, а где ложь? Кроме правды у меня ничего не осталось. Важно, чтобы люди прислушались к моим словам. А поверят они мне или нет, что ж... Ради их же блага надеюсь, что поверят. Это угроза? Это предупреждение. Вы хотите, чтобы мы поверили, что по Ноквиллу до сих пор разгуливает убийца, что представлены сегодня улики, кровь жертв на вашей одежде и коже, отпечатки ваших пальцев на орудии убийства, записи с камер наблюдения, показания свидетелей, что все они призваны вас подставить? И кто же так потрудился? Полиция округа? Если суд не возражает, я хотел бы продолжить давать показания. Эту историю важно рассказывать в хронологическом порядке, чтобы избежать выдергивания деталей из контекста. Ну, еще сильнее, чем они уже были выдернуты. Суд не возражает. Прошу, продолжайте дачу показаний, мистер Фишер. Но запомните, ответить на вопросы обвинителя вам все равно придется. Я на все отвечу. Продолжайте. Эта история очень запутанная. Ой, Ларри так вырос. Чувак, говорю тебе, что-то явно не так. Ты снова видел демона? Нет, я не видел его с тех пор, как мы его 100 лет назад вынесли. Да, я утром взял супергербой и все здания прочесал, но ничего не нашел. Все призраки куда-то пропали чуть ли не месяц назад. Как-то странно, хотя это может и неплохо, может они наконец смогли отойти в лучший мир. Не знаю, мужик, у меня какое-то нехорошее предчувствие.
Как будто у меня под кожей что-то копошится, в черепе скребется. Словно затишье перед бурей. Я это чувствую. Что? Дежавю, я тоже его испытываю, будто все в тумане, а за ним что-то ждет, притаившись. Да, именно, но чтобы это не был источник в апартаментах, ну чё, посмотришь со мной или как? Конечно, посмотрю. Так, сходим за Тодом. У него сегодня занятие. Ага, точно, я надеялся, что он сделает новый гаджет или типа того. Он работает над чем-то, но, кажется, еще не закончил. Модификация гитары наконец завершена, но тот так и не показал мне, как ею пользоваться. Лучше с ней не баловаться. Надеюсь, она будет работать лучше, чем та штуковина в виде коробки, которую он сделал в прошлом году. Точняк! Предпочитаю, что моя гитара оставалась целой. Так, все, пойдемте. А там что? Ну что, ты готов? Почти. Хочу перевести, что осталось. Чего? Я не успела дочитать. Почти. Хочу перевести все, что осталось на выходных. Наконец-то переберусь из своего подвала. Круто. Тот сказал, что мы можем взять фургон. Шикарно. Там видели какая-то... Что-то на дороге валялось. Там как будто кого-то передавили, что ли. Что-то я даже не стала смотреть на это все. Ну ладно. Phelps Ministry. God sees all. Бог смотрит на всех, что ли, типа. Привет, Сал. Да? А что, если уже нельзя ничего исправить? Типа мы вообще единственные, кто пытается что-то делать. Думаю, остальные предпочитают просто игнорировать тот факт, что все катится к чертям, сечешь? Но почему? Не понимаю, почему они такие счастливые? Почему мы не можем вести себя так же? Может, потому что нам не насрать, а может, мы не можем посмотреть сквозь пальцы на всю херню, которая тут происходит? Наверное, я даже не знаю, чел. А куда мы идем вообще? Что-то я не поняла. Точно, мы же в Эдисон апартаменты идем. Кажется, про бурю ты не ошибся. Что ж, вперед, погнали. Так, а у нас есть что-нибудь? У нас есть карточка и все, в принципе. Окей. Так, здесь ничего нету? Мистер Эдисон так давно тут все складывает, что наверняка уже и не помню, что в коробках. В них наверняка полно вещей его почившей семьи. В некоторых, а в остальных старая одежда, чайные сервизы, кулинарные книги и просто куча старой херни. Ларри, чё? Ты покопался в вещах Терренса? Естественно, чел, как я мог в них не копаться? Он же с комнаты никогда не выходит. К тому же я хотел убедиться, что он не связан с культом и не прячет тут трупы или еще какую-то дрянь. Но тут только скучные стариковские манатки. Ну что ж, логично. Так, ну давайте все равно осмотримся. Может, что-нибудь ценное найдем. Нет, ничего нет. Ну ладно, пойдемте. Что же это за... Очень... Что-то мне уже этот чел какой-то подозрительный. Как-то он отпугивает немножко, что ли. Добрейшего утра, юные сэры. Как вы себя чувствуете этим прекрасным днем? Неплохо чувствуем, а вы? Я просто замечательно. В апартаментах в последнее время очень спокойно. Ну, конечно, мы скучаем по своему дорогому Салу, Фишеру, и с Ларри тоже будет грустно расставаться. И я буду скучать по этому месту, но пора наконец выбраться из подвала. К тому же живем мы буквально через дорогу. Понимаю, наши юноши совсем выросли и готовы к следующему этапу своих жизней. Рад за вас обоих. Знаете, мальчики, я желаю вам всего самого лучшего. Вы этого достойны. Спасибо. Спасибо вам, Терренс. Так, что здесь? Я уже... тут была старушка. Напомни, почему вещи Розенберг оставили тут? Эдисон до сих пор считает, что она уехала отдыхать или вроде того, и что она вернется. Вот уж не думаю. Вау, это что? Что там? Это зуб. Чувак, ты подобрал его голыми руками. Ну не оставлять же его здесь. Что, если он нам понадобится для чего-нибудь? Да на какой ляд нам может понадобиться зуб?
Привет, я Салли Крамсали, а это мой друг Ларри. Мы исследуем паранормальные явления и оккультную деятельность в Нокфиле. Здесь творится всякая чертовщина. Верно подмечено. Зуб, который я нашел на первом этаже, на нем выцарапана буква Е. Чего? Так, я до сих пор не уверен, что здесь с ней произошло. Ты говорил, что она типа исчезла, да? Да, но не только. Перед тем, как исчезнуть, она стала призраком. Мне кажется, что она была не совсем человеком. А, да, помню, ты говорил. Я на какое-то время состояла в культе, но потом остановила их или попыталась остановить, так что она была очень старой. Думаю, она была ведьмой. Думаю, она была демоном. Думаю, она была пришельцем. Чё? Ведьмой, может быть. Было бы логично, только вот если у нее были способности, зачем Розенберг болталась в этой квартирке? Может, она была слишком старой или просто сдалась? Будь у меня способности, я бы никогда не вышел на пенсию и постоянно бы вляпывался во всякое дерьмишко. Ха, и не сомневаюсь. Супергейр-бой здесь что-нибудь ловит? Не, ничего. Окей, ладно, пойдем. Предыдущая квартира была там какой-то ворчливой женщины. Да, чего тебе, Сал? А он что здесь делает? Здрасте, миссис Гибсон, мы хотели... Ну что ж, обычное дело. Да уж, эта дамочка обид не прощает. Да, ну люди разные бывают. Так, ну что, пойдем опять по порядку. С 1 по 5 этаж. Квартира родителей Тода. Так, они здесь? О, мамашка тут сидит. Салли Крамсали и медвежонок Ларри. Какой приятный сюрприз. Привет, Янис. Приветик. Что ж вас двоих сюда привело? Просто же зашли поздороваться. Ищем привидение. Ищем привидение. Вы с моим Тодом, ребятки, словно горошек в банке, да? О, да, у меня вышла рифма. Эх. Видела недавно что-нибудь странное? Постоянно, Саля, жизнь полна странных и прекрасных вещей, разве нет? Определенно. Да уж, она всю жизнь, походу, под каким-то кайфом, что ли. Так, ну здесь вроде ничего я не вижу. Никаких зубов. Эти ребята только что зашли в ванную вдвоем? Хе-хе. Грег? Ты здесь? Ау. Супергейр-бой тоже молчит. О. Еще зуб? Ага, это, наверное, подсказка или типа того. Вау. Зуб, который я нашел на 2 этаже, он весь обгорел. Так. Заперто. Вау. Ой, блин. О, что они тут выращивают, понятно. Рэй. Привет, ребята, Ларри, ты уже пришел за добавкой? Не, мне и так нормуль, Рэй, спасибо. Здравствуйте, мистер Моррисон. Сал, уже видел сад? Что думаешь? Это уже чересчур. Он прекрасен. Еще бы, это истинная красота. Откуда вы все это достали? Если бы я тебе рассказал, то мне пришлось бы тебя убить. Ха. Эх. Нет, я серьезно, это не совсем легально, так что буду крайне признательна, если эта маленькая тайна останется между нами. И, разумеется, я с радостью буду делиться с вами всякий раз, когда вам захочется. Ваш секрет безопасности, можете не сомневаться. Я так не думаю, безопасности вообще много не бывает. Знаю, тот не в восторге, что мы сделали из его старой спальни сад, но он знает, какую радость это нам доставляет. А еще он знает, что ничто не заменит пустоту в форме Тода, которая осталась в наших сердцах. Ох, ему повезло с такими любящими родителями. И такими замечательными друзьями. Я вами чертовски горжусь, ребята, чертовски горжусь. Осуждаю вот это все. Не занимайтесь этим, дети, пожалуйста. Ни к чему этому хорошему не приводит. Так, а в 201 у нас что было? Блин, тут до сих пор вонище стоит. А, здесь жила училка эта. Да уж. Да уж. От запаха какашек.
Гирбой тут что-нибудь считывает? Не, даже твой четырехкопытный дружок прячется. Так, козочка бедная. Так, ванная. Блин, не могу. Ладно, окей. Зубов нету? Нету зубов? Так, а может быть здесь был зуб? Я просто, наверное, не заметила. Хотя нет, ничего нету, ладно. Так, может быть на диване. Есть еще спальня первая, есть еще спальня вторая. Так, здесь... Воу. Интересно, что сделали с трупом мистера Пакертона? Ну, мы точно знаем, что его не подали на обед. Да уж, надеюсь, что нет. Ой, ужас какой-то. Тут слегка надорван ковер, но рукой его не поддеть. А чем можно поддеть? Так, ладно, пойдемте в спальню вторую. Может, там есть что-нибудь. О. Я должен был понять, что те ребята не настоящие копы. У меня от них было странное чувство. Понятия не имею, как они умудрились вдвоем убрать тут все за ночь. И это точно были те же самые мужики, которые притворялись копами, когда умерла миссис Сандерсон. Я утром видел, как они уходили. Я их тоже видел, помнишь? Ага, может, поэтому они ночью и пришли. Поняли, что мы их узнаем. Тот так и не сумел выяснить их настоящей личности, да? Ага, ну готов поклясться, что пару недель назад видел, как один из них заходил в церковь. Я за ними теперь каждый день наблюдаю. Они там частенько собираются. Только в церквях так постоянно делают, собираются. Может, ничего важного, а может, что-то очень важное. Мне всегда было не по себе от этой церкви. В детстве мы пару раз поднимались на молельный холм на праздники. Я обсуждал с Тотом возможность установить там скрытые камеры и записывающие устройства, просто чтобы проверить. Круто, приятно вновь прибегнуть к ВИП. ВИП? Взлому и проникновению? Ты чё, чувак? Ах, да. Интересно, сколько в этой штуке побывало людей? А мне вот не интересно, я об этом вообще предпочитаю не думать. Так, ну здесь вроде ничего такого нет. А как интересно ту открыть. Так, если что, будем, наверное, иметь в виду. Запомним эту квартиру. 201, 203. Так, что здесь у нас было? Интересно. О, перочинный нож. Зашибись. Здорово, он может пригодиться. Все, пойдемте в 201. Теперь мы, наверное, сможем поддеть ковер. Возвращаемся. Использовать. Здесь какой-то сейф. О. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7. Цифр 7 должно быть тут. Так, окей, может быть, мы потом найдем какой-нибудь код. Почему-то Салли и Ларри ничего на этот счет не говорят, ну ладно. 204. Это была комната Чарли. В новостях сказали, что Чарли выпускают из тюрьмы. Смотрел? Смотрел, только это не настоящий Чарли. Как думаешь, где он сейчас, в смысле, настоящий Чарли? Думаю, он либо в лапах культа, либо они его уже убили или пустили на колбасу. О, я с этим чуваком хреновенько сходился, но никто не заслуживает оказаться в колбасе. Чарли был немного странным, но хорошим. Он даже начал мне нравиться, пока мы не решили, что он убийца. Блин, мы ему конкретно подговнили, да? Мы не виноваты, мы не могли знать, и ты собственными глазами видел, как он ее убил. До сих пор кошмары снятся. Да, этот Чарли был под влиянием демона и убил миссис Сандерсон. Ой, ужас. В ванную он, наверное... нет. Уже может зайти. Прошлые приходы сюда, в эту квартиру, он не мог заходить в ванную.
Так, ладно, пойдемте на 3-й этаж. Квартира Дэвида. Привет, Сал. Привет, Ларри. Чё, как, ребята? Привет, Дэвид. Мы тут просто по квартирам ходим. Как у тебя дела? Ай, какие молодцы. Ток я ща греть не могу, Сара моя приболела. Заботиться о ней нужно. Ох, надеюсь, ей скоро станет лучше. Если тебе что-то понадобится, мы рядом. Спасибо, ребят, спасибо. Ой, квартира Си-Джея. Этот Дэвид напоминает мне фильм с Райаном Гослингом, когда у того была кукла. Привет. Ой, чё, как, пацаны? Ой, не ой, а йо. Йо. Привет, Си-Джей, у тебя сегодня вечеринка? Не, но вечером придут Зи и Сиера, как старые добрые. Вы тоже заглядывайте, если сможете. Круто, мы запомним. Зашибись. Окей. Ну что у тебя есть интересного? Выше нос, чувачки. Ничего. Привет, ребята. Привет, Сал. И привет, Ларри. Сави, к вам Сави. О, господи, я думаю, кто это говорит? О, у них ребенок родился. Сода. Сода лав. Окей. Пых плюс мейпл. Вот почему было плюс. Я думала, было просто плюс, оказывается, не просто так плюс. Привет, ребят. Йоу. Вы что-то замышляете, как обычно. Здорово, что некоторые вещи никогда не меняются. О, вы расследуете очередное секретное дело? Если мы расскажем, то секрета не будет, не так ли? И то верно. Как вы, ребята? У нас все в порядке, взлеты и падения, все такое, но ничего серьезного. Ага, а ты как, Сал? Давненько мы тебя не видели. У меня все нормально, учеба много времени отнимает. Пых, я слышал, твои родители съехали. Пару месяцев назад в квартире стало слишком тесно, да и они хотели, чтобы у нас было свое местечко. Нам нравится. Здорово, что они оставили вам квартиру. Ой, вспомнила, я сегодня должна была к родителям съездить сладкий. Присмотришь за Содой, пока меня нет? Конечно. Видели что-нибудь странное? Не, все спокойно, никаких призраков, всякой жуткой фигни. Надеюсь, так оно и останется. Увидимся. Приветик, Сода, как поживает моя любимая малышка? Хе-хе-хе. Хочешь прокатиться на плечах дядюшки Сала? Ой, Сал, у нее сыпь, лучше не брать ее на руки. Спасибо за предупреждение. Мамочка. Да, лапушка. Лапушка. Я хочу прокатиться на плечах дяди Сава. Булочка, давай не сегодня, хорошо? Помнишь, что я сказала утром? Хорошо. Ой, ну не переживай, малышка Со. Если пить лекарство, которое сегодня дал доктор, ты у нас быстро полетишь. Хе-хе, обещаешь? Обещаю. Обязательно. Хе-хе-хе. Если что-нибудь есть, что есть? Эй, Сода, угадай что? Кто? Буль. Хе-хе-хе. Ой, ладно, пойдемте. Так, 304-я. Полуоткрытая дверь. Вау. Какое-то тут жуткое местечко. Вау. Пока что мы не в зуб ногой. Чувак, перестань. В зуб ногой. Зуб, который я нашел на 3-м этаже. На нем выцарапана буква «С». 2, 3, 4 из 5. Нам надо 5 найти. Еще где-то первая была. Первый был где-то зуб. Наверное, он был в подвале. Скорее всего, да-да-да. Так, все. Мы здесь вроде как все осмотрели. Так, поехали на 4-й этаж. Так, здесь у нас наша квартира, папа и Лиза. Оу,
Так, ну, наверное, чуть попозже, наверное, зайдем, может быть. Квартира Роберта. Кстати, этот чувак, который живет... Эгегей, а вот и мои ловители привидений. Привет, чувак. Привет, Роб. Как продвигается охота? Эта информация строго засекречена. Здесь абсолютно пусто. Призраки уже давненько не показывались. Это хорошо или плохо? Мы не уверены, но как раз пытаемся выяснить. Понял. Видел в последнее время что-нибудь странное, хоть что-нибудь? Но у меня на левой ягодице какой-то странный бугорок вскочил. Если бы вы могли заглянуть... Не уверен, что у нас для такого подходящая квалификация. Да я же вас просто надурачиваю. Моя задница гладкая, как масло на булке. Булки. Ларри, ну ты шалунишка. Я промолчу. Чего не буду говорить. Так, ладно. Сюда, наверное, мы чуть попозже зайдем. Папе и Лизе. 403. Это жуткая квартира. О! Господи, напугал. Ой, извините, мы не знали, что тут кто-то есть. Мистер Сандерсон? Привет, Ларри, я просто прощалась с Энди. Прощались? Сегодня я уезжаю из Нокфилла. Просто мне нужно отсюда уехать. Ясное дело, вам через многое пришлось пройти. А вы... Это может прозвучать немного странно, но никто из вас случайно не видел мою жену где-нибудь поблизости? Не знаю, верите ли вы в призраков, думаю, я просто надеялась поговорить с ней еще хотя бы разок. А здесь-то мы ее не видели нигде. Мы видели в прошлый раз. Мы ее видели. О боже, этого я и боялся. Как там мой ангелок? У меня так и не вышло установить с ней связь. Она очень по вам скучает. Ей здесь одиноко, но мы не видели ее уже некоторое время. А вот, да-да-да. Бедная моя Сэнди, она этого не заслужила. Чего вы боялись, а? Вы сказали, этого я и боялся. Чего именно? Да неважно, я просто расстроен, вот и все. Что? Ребятки, не могли бы вы сделать мне одолжение и дать побыть одному? Конечно, мистер Сандерсон, без проблем дайте знать, если вам что-нибудь понадобится. Спасибо, Ларри. Чего вообще? Он что, причастен к этому культу? Он как-то странно реально ответил. Вот Салли подметила это. Этого не должно было. Я боялся, что это произойдет. Это как-то странно прозвучало, вот реально. О, тут видеокассета, но она сломана. А как ее починить? Оу. Так. Это третья кассета? Это четвертая, а где третья? Мост. Почему вы мне не отвечаете? Все смотрите и смотрите, не испытывая капли жалости. Пока мы говорим, они собираются, хотят открыть воронку. Вероятно, в этот мир мост между нами и ними. Это никаким образом вас не трогает? Иногда я задаюсь вопросом, реальны ли вы? Стоит ли за этим объективом кто-то живой или же там разлагающийся труп? Мои мольбы о помощи нескончаемым эхом отдаются в безбрежных пустотах смерти. Блин, а где, интересно, четвертая кассета? Но, типа, если трое из нас опустят руки, то и я тоже. Пофиг, что люди об этом скажут. А ты что думаешь? Ага, ясное дело. Да ладно, я не был уверен, что ты меня поймешь. Думаю, позже нам стоит повторить этот разговор. Сейчас у меня будто туман в голове. Ты опять словил глюки, пока я говорил с собой, да? Да, извини. Все нормально, чувак. Я знаю, что ты не можешь этим управлять. В этот раз увидел что-нибудь полезное? Думаю, да, но я пока все еще пытаюсь сложить все фрагменты воедино. Ой. Я тоже пока не понимаю, кто это. Вот почему камера сломана. Так. Ну все, отправляемся на 5-й и потом пойдем в комнату Сала. Точнее, в квартиру.
Так. Нет. Опа, она стоит. Что? Похоже, на дне птичьей клетки скрытая панель. Не замечал ее раньше. Странно. Один из винтов отсутствует, будто кто-то уже пытался ее снять. Чтобы ее снять, нам понадобится отвертка или что-то типа того. Так, у нас же есть... О! 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 Что это? Interesting. Так. Это можно сюда, наверное. ES, а это... Это похоже на какой-то компас, что ли. Made in China. Типа север, юг, там и так далее. Походу, да? Ладно. Ну, тут рядом еще... это... Я думаю, это зубы. Это, оказывается, гвоздики лежат. Так, а здесь что? Пресвятые фикашки. Вы совершили ошибку. Какого черта, мужик? Нам всем придет конец. Да что ты вообще несешь? Тебе нельзя здесь находиться. Тьма сгущается. Этот хрен напугал меня до усрачки. Я, кстати, уже видел, как этот бомж здесь спит. Интересно, что он имел в виду? Как по мне, так это просто бред сумасшедшего, чувак. Может, тут зуб лежит? О! Тебе не по зубам мой тонкий юмор? Сали. Да. Это у нас север, восток, юг, запад. Значит, надо правильно распределить эти зубы. Надо бы еще вспомнить, как на компасе все это распределено. Так, у нас здесь в этой комнате лежит кассета, но я почему-то не могу ее достать пока что. А вот, получилось. Просто надо было несколько раз потыкать. Мы пропустили 3-ю кассету. Интересно, где она находится? Голод. Голод раздирает мой живот, и все же я пока не умерла. Сколько времени прошло? В этой бесконечной ночи понять невозможно. Как долго я гнию в этой дурацкой тюрьме, без еды, без света, без сна, без связи. У меня ничего нет, ничего, проблески жизни вдалеке, до которых не дотянуться. Хотела бы я, чтобы они уже открыли эту грёманую воронку, чтобы разодрали этот мир к чертям, чтобы все это закончилось. Мне нужно, чтобы это закончилось. Мы не нашли пока что 3-ю кассету. Я надеюсь, мы ее найдем. Так, это была... Нет, это еще не последняя комната. Есть еще 504-я. Так, давайте в ванную сначала зайдем. Меган? Ау, ты здесь? На супергербой тишина. Эй, а куда делось ожерелье? Я не заметил, что оно пропало. Странно. Может, это поэтому она к нам и не выходит? А что насчет остальных? Не знаю. Кстати, да, я даже тоже не заметила сначала, что нет крестика. Крестик не висит. Странно, куда они все делись, призраки? О, смотрите, тут... Это ты доски убрал? Да, утром, когда все осматривал. Ладно, давай заглянем еще раз. Может быть, там зуб валяется? Или кассета лежит? Стейси, ты здесь? Супергербой молчит. Стейси всегда было сложно призвать. Я совсем не удивлен, что и в этот раз она не объявилась. Ты прав. По крайней мере, надеюсь, что она с Меган.
Петля. Столько смерти и разрушены под одной крышей. Ага, мне очень жаль семью Холмсов. Они не заслужили того, что с ними произошло. И как бы мне не хотелось ненавидеть Люка за то, что он натворил, я испытываю к нему лишь жалость. Он навлек на себя беду, когда решил помочь Совету с призывом демона. Отстойно, что ему пришлось стянуть в это и Меган со Стейси. Думаешь, он правда мертв? Красноглазый демон? Ага, я знаю, что бластер Тодда, скорее всего, уничтожил демона, но это было слишком просто, тебе не кажется? Понимаю, о чем ты. Раньше я думал так же, но уже несколько лет не было и намеков на его появление. А что, если бы мы, типа, только ранили его, а он теперь ждет где-то во тьме, набирается сил? Тогда мы снова отправим его в ад, как только он появится. Так, ну ладно, здесь вроде ничего нет. Ничего такого, чтобы привлекло внимание. Например, зубы или еще что-нибудь. Здесь ничего нету. И тут тоже. Ладно, пойдемте тогда уже в комнату нашу. Точнее, в нашу квартиру. И там посмотрим. Может быть, там была кассета. И, скорее всего, там может быть последний зуб. О, то есть, получается, Салли и Ларри теперь братья? Прикольно. Теперь они не только лучшие друзья, они еще и братья. Так, сначала осмотримся, а потом к ним подойдем. Хотя давайте сразу уже подойдем к ним. Смотрите, они уже поженились. Тут фотография есть свадебная, и есть еще, где они со своими детьми стоят. Почему-то у Салли платье, что ли, или что? Непонятно. Ладно. Привет, пап. Привет, Лиза. Привет, ребята. Привет, парни. Йоу. Когда мы в последний раз вот так всей семьей собирались? Недели 2 назад? Хе-хе, Сал. Нужно сегодня всем вместе поужинать. Ну, мальчики, что скажете? Лиза раскроет мне секрет приготовления своей лазаньи. Лиза, лучше твоей лазаньи в мире не сыщешь. О, спасибо, сладкий. Не откажусь от бесплатного ужина. У меня на сегодня планы, но если я рано освобожусь, то обязательно приду. Ладно, когда ужин будет готов, Ларри отправит тебе мгновенное сообщение, или как вы там это называете? Пап, это называется СМС. Точно, это шутка. Это штука. Договорились. Так, больше ничего. Папин офис. Давайте заглянем сюда, может быть. Они что, комнатами поменялись? Тут раньше была комната Сала, а теперь... Салли же съехал. Точно. Комната папы плюс Лизы. Да-да-да, теперь... Комната Сала превратилась в комнаты папы... в офис папы. Так, здесь ничего нет. Странно. Ну, хотя бы его папа немножко оправился после гибели его матери. Хоть ему полегче стало. А то совсем уж приуныл прям. Мы еще на подвал не съездили, точно. Все, поехали. Я совсем забыла про подвал. Так, здесь наверняка должно быть что-нибудь важное быть. Вот, кстати, давайте сюда заглянем. Ванная. Так, вроде ничего. Спальня первая. Кстати, мы не заходили в прошлый раз в эту спальню. Во, мы нашли последний зуб. Что в этот раз без дебильных Что, в этот раз без дебильных каламбуров? И в мыслях не было. Зуб даю. Ай, блин, Ларис шутник. Так, может быть, есть кассета где-нибудь? Дайте мне кассету. Так, здесь был подвал, я помню. Блин, я, видимо, где-то оборонил ключ, пока ходил везде утром.
Помнишь, когда последний раз его видел? Не, но я был на 100 пудов уверен, что он спокойненько лежит у меня в кармане. Он обязательно найдется. Эх, Ларри, Ларри, как же так? А нам надо сейчас воспользоваться зубами на 5-м этаже. Так, сначала зайдем в комнату Ларри, потом поедем на 5-й этаж. Странно покидать это место после стольких лет, что я здесь прожил. Я чувствовал то же самое, когда мы переезжали из Нью-Джерси, но тогда я не знал, что именно такая перемена мне и требовалась, так что я рад, что все так сложилось. Ага, будет круто жить в одном доме с тобой и Тодом. Честно говоря, я жду не дождусь. И все же, я понимаю, что переезжаю не так уж и далеко, но мне все равно почему-то немного грустно. Это большая перемена, Ларри. Испытывать такие чувства в подобной ситуации абсолютно нормально. Ты в порядке? Да, я в порядке. Давай продолжим поиски. Окей. Что у нас здесь интересно есть? Ничего. Ничего, что нам надо было. В ванной, может быть? Нет. Ничего. Так. В комнаты сейчас зайдем. В комнату Ларри. Было бы прикольно, если бы здесь было что-нибудь. Так, здесь вроде... О, ты помнишь первый раз, когда я увидел тебя без маски? Как такое можно забыть? Ты так яростно тряс башкой, что маска слетела с твоей головы и угодила мне прямо в лицо, хех. Ты так переживал за мой разбитый нос, что сперва даже не заметил. Я чувствовал себя виноватым. Да, но потом, когда я сказал тебе, что я в порядке, почему ты заплакал? Потому что ты не отвернулся. О, пойдемте-ка сходим на домик на дереве. Посмотрим, может, что-нибудь там есть. Может быть, там будет у нас кассета. Интересно теперь посмотреть на лицо Салли без маски. Интересно, какой он. До сих пор не верится, что отец нас бросил. Совсем на него не похоже, будто выдумка какая-то. Я не... Я знаю, что ты что-то от меня скрываешь, Сал. Что-то про моего отца. Ты отстойно хранишь секреты. Ничего страшного, мужик. Я не поднимал эту тему, потому что доверяю тебе. Если ты от меня что-то скрываешь, то неспроста. Так ведь? Соврать ему, сказать ему правду. Давайте скажем ему правду. Слушай, мне было очень тяжело молчать об этом, но я не был уверен, где правда, а где вымысел. А еще не хотел тебя расстраивать, но... Кажется, твой отец как-то умудряется со мной поговорить. Что? Не уверен точно, он это или нет, потому и молчал. К тому же он просил ничего тебе не говорить, чтобы уберечь. Он сказал, что тебе опасно знать правду. Но если это правда твой отец, то тогда он, кажется, не совсем человек. Но важнее всего то, что он вас не бросил. Он пожертвовал, чтобы попытаться остановить культ, чтобы защитить вас с Лизой. Он любил вас больше всего на свете. В смысле, он не совсем человек? Сложно объяснить, но твой отец, кажется, был пришельцем или типа того. Он совершил аварийную посадку на нашей планете после того, как его родную поглотила теневая чума. Он был со своей сестрой Эвелин, но она то ли умерла во время посадки, то ли потом заблудилась. Он не очень внятно объяснил. Что, никаких комментариев? Слушай, тебе не обязательно выдумывать какую-то сумасшедшую историю, чтобы выставить моего отца героем. И пришельцы, серьезно, чувак, пришельцы твоей истории реалистичности не добавили. Ларри, я не вру, клянусь. Ладно, чувак, все нормально, давай просто опустим эту тему. Ладно, но мы еще к этому вернемся, я ничего не придумываю. Так, нам нужна кассета. Где кассета? И я пока не вижу. Ну ладно. Мы пропустили 3-ю кассету. Не знаю, где она может быть. В общем, мы в предыдущей серии мы нашли код в комнате 6, когда нас встречал Вельзевул. И там был код 342-697. Я попробовала его сейчас ввести, но у меня ничего не получается. Что надо считать не сам код вбивать, а считать из-под спичек, короче. И код получается...
О, внутри видеокассета. Вот. А вот и третья кассета, которую мы не могли найти. Есть и другие, параллельные этому месту, как тот человек, но не такие значительные, каким кажется он. Их сложнее увидеть, и появляются они реже, и что-то еще, что-то зловещее скрывается вне поля моего зрения. Пусть мои чувства не могут это обнаружить. Я знаю о его присутствии. Я чувствую этот пронизывающий взгляд. Остатки моей человечности рассыпаются в этой тьме. Я боюсь того, чем стану в этой бесконечной изоляции. Все. Теперь можно спать спокойно. А потом он ее всю в глотку запихал. Всю, блин, веришь? Пых, чертово животное, чувак. Обожаю его. Он рассказывает нам историю. Чувак, ты меня вообще слушаешь? Прости, я отрубился на секунду. Ничего. Ну вот так. Такая вот кассета у нас третья оказалась. Внутри больше ничего нет. Естественно, наизусть я компас не знаю, поэтому я воспользовалась подсказкой небольшой, чтобы посмотреть, как выглядит компас. Вот он выглядит так. Давайте так и распределим. Так как мы видим, что здесь название Made in China, оно перевернуто, значит у нас N, вот этот, я не помню, как это называется, должно быть здесь. S должно быть вот здесь. Так. И Е должно быть, наверное, В здесь, В здесь. А нет, наоборот. Значит, Е здесь, а В здесь. Все. Ого! Кажется, я нашел ключ, который ты потерял. Я его не терял, я просто... Погоди, откуда он вообще там взялся? Я его туда не клал. Кто-то хотел, чтобы мы его нашли. А они не могли, не знаю, просунуть его в щель под моей дверью или положить в почтовый ящик? Реальность вообще как запутанная паутина. Чё? Забей, ключ у нас. Пойдем проверим храм. Два часа спустя. Я надеюсь, не надо будет заново все проходить. Кажется, тут все как обычно, Ларри. Ну, насколько обычными могут быть апартаменты Эдисона, конечно. А как же зубы, горящая птичья клетка и ключ? Да, это было немного странно. И мое предчувствие никуда не делось. Скоро случится что-то хреновое, чувак. Не знаю, что и когда, но прям чувствую. Может, ты и прав. Расскажу все Тоду, когда он вернется домой, и мы вечером снова зайдем уже с его гаджетами. Ладно, когда у него кончаются занятия? Уже должны были кончиться, но я сегодня еще с Эш встречаюсь, помнишь? Ой, точно, зови ее с собой. Думаю, пока не стоит особо сильно нагружать ее всякой паранормальщиной. Твоя правда, последний раз, когда она ходила с нами, хорошим дело не кончилось. Блин, это было год назад, такое ощущение, словно с каждым годом время летит все быстрее и быстрее. Это точно, а еще не забудь, что завтра вечером мы собираемся поужинать все вместе. Эх, да как тут забудешь? Вы с Эш мне 1000 смс-ок об этом настрочили. Все-таки Эш и Салли встречаются. Привет, привет, Эшли. Сал, как я рада тебя видеть. Я по тебе ужасно скучала. А хотя нет, они вроде как друзья все равно близкие. Ну ладно. Я тоже по тебе скучал, Эш. Ты подстриглась, мне нравится. Спасибо, так кататься проще. А ты, вижу, тоже прическу поменял. Вау, она еще и мотогонщица, прикольно. А, ну да, типа того. Смотрится круто, хотя я немного скучаю по хвостикам. Эх. Прикольно. Я не бывал на озере с того раза, как мы с тобой ездили вместе. Что ты сказал? Я сказал, что давно не был на озере. Я тоже. Там очень здорово, тихо, спокойно.
А как у вас с Беном дела? Все в порядке? Да, в порядке. Что у вас вообще произошло? Дурацкие семейные ссоры. Он назвал меня бездушной, потому что я не плакала на похоронах бабули. Он сказал, что я не человек, потому что никогда не плачу и бла-бла-бла, а потом мы в пух и прах рассорились, а я ведь и так грустила из-за бабули. Ну да ладно, главное, что теперь мы помирились, и у нас все в порядке. Знаешь, а я ведь правда ни разу не видел, как ты плачешь. Что ж, значит, я и правда бездушный монстр. Грррр. Берегись, мы тут убиваем таких монстров, как ты. Не, это ты берегись, ты. С этим монстром вам связываться не стоит. Ух, какие грозные слова, юная леди. Надеюсь, ты успела поцеловать мамочку на прощание. Ха-ха-ха. Как у тебя дела, Салли Крамсали? Мне в последнее время снятся кошмары. Мне жаль, они такие уже ужасные, как раньше. Они другие, сложно объяснить, но я из-за них очень плохо сплю. Ты переживаешь из-за чего-то конкретного? Иногда мне снятся кошмары из-за того, что я о чем-то переживаю, или если мне предстоит сделать какой-то сложный выбор. Меня в последнее время накрывает всепоглощающее чувством ужаса. Понятия не имею почему. Все ведь в порядке, ничего не должно произойти. А таблетки ты пьешь? Ну да, почти всегда. Пей их, если они помогают. Моя двоюродная сестра тоже страдает депрессией и говорит, что таблетки ей очень помогают. Ну, они правда помогают, только я еще от них становлюсь словно мертвым внутри. Ужас хотя бы реален, он хотя бы мой. Понимаю, что ты имеешь в виду. Я просто хочу, чтобы ты был счастлив, Сал. Не забывай звонить мне, когда нужна помощь или просто нужно поговорить. Ты же знаешь, что я всегда тебя поддержу, правда? Знаю, спасибо, Эш. Я это уже говорила, но ты же знаешь, что не обязана его при мне носить. Свое лицо? Свой протез. Но он давно часть меня, лицо, которое я ношу на публике, и лицо, которое я ношу постоянно. Просто хочу, чтобы ты знал, что не обязан носить его, если не хочешь. Тут только мы с тобой, больше никого. Как твои дела? Ты правда вернулась навсегда? Ага. Проблемы, братец? Ну, не знаю. В мужской компании было здорово, если прибавить к уравнению девчонку, это все испортит. Что ж, придется вам привыкнуть, потому что никуда вам от меня теперь не деться. Я скучала, Эш, мы все скучали. Здорово, что ты вернулась. Я сама рада, я по вам ужасно скучала, не терпится всех завтра увидеть. А как же художественное училище? Где ты будешь жить? Думаю, что отдохну какое-то время от учебы, я как-то перегорела. Как думаешь, потом ты к ней вернешься? Скорее всего, просто нужно кое с чем разобраться. Думаю, похожу в местный техникум, пока не соберусь. О, было бы круто, Ларри тоже подумывает туда пойти. Он упоминал, и я удивилась. Не думала, что он захочет получить высшее образование. Я тоже. Будет как в старые добрые времена. Вся наша компашка снова учится вместе. Ты довольна? Хоть кто-то вообще бывает доволен? Ты довольна? Довольна чем? Да всем. Жизнью. Даже не знаю, сложный вопрос. У меня в последнее время много проблем, но я пытаюсь искать то, что делает меня счастливой, то, к чему стоит стремиться. Иначе в чем смысл, понимаешь? Ага. Сейчас я довольна, даже больше счастлива. Ты уверен, что ты в порядке, Сал? Я начинаю за тебя переживать. Даже не знаю, кажется, я немного не в себе. Такое ощущение, что все вокруг какое-то неправильное. Что ты имеешь в виду? Меня ничто не успокаивает. Я постоянно чувствую себя неуютно, словно моя душа в раздрае с телом. Хочется просто кричать в небо, пока оно не упадет. Ну так и что? Вперед? Ну, не знаю. Да прекрати, уверена, тебе станет легче. Напугали, блин. Я бы тоже так хотела. Выйти куда-нибудь порать. Привет, Тот. Привет, уже вернулся со свиданки с Эшли. Не думаю, что это было свиданием, но да. Как скажешь, Сал, и как все прошло? Я был рад увидеться, хорошо, что она вернулась. Да уж, Эш славная, к тому же нашим расследованиям не помешает женский взгляд. Да даже незамысленный взгляд в расследованиях тоже не помешает. Кстати, об этом мы с Ларри считаем, что в апартаментах опять творится что-то неладное.
Я сказал ему, что мы заглянем вечерком. Отлично, будет возможность проверить пару штучек, над которыми я работал. Дай мне минутку на сборы. Без проблем, дай знать, как будешь готов отправиться. Лады. Сал, сори, братан, пжу, не вини себя. Простить за что? О чем ты? Мое время пришло. Только попробуй что-нибудь учудить. Слишком поздно, меня скоро не станет. Харе стебаться, Ларри, не смешно. Эй! Ларри? Возьми трубку. Ну же, Ларри, возьми трубку. Только попробуй не ответить. Чё? Почему? О боже, Ларри. Что? Что случилось вообще? Побежали? Давайте не будем оставлять это. Боже мой. Беги, беги, Салли. Внутрь. Что за ужасные звуки? Ларри? Ларри? Может, он в ванной? Нету. В комнате. Где ты, черт побери? Он, наверное, в том домике. Помните, когда в прошлой серии, когда этот пришел доктор, и он увидел призрак Ларри? Да ладно, нет. Нет, Ларри, что ты натворил, Ларри, почему? А почему? Зачем? Может, я что-то не так сделала? Тут вообще есть концовка какая-нибудь? О, Эшли. Я была так рада видеть Сала, что сначала и не заметила, насколько странно он себя ведет. Когда мы сидели на озере Виндиго, я начала обращать на это внимание, но на тот момент он оказался мне просто грустным. Я подумала, что, может, он перестал принимать свои таблетки. Мисс Кэмпбелл, хоть раз во время вашего свидания с Салом вы чувствовали, что вам угрожает опасность? Нет, сэр, совсем нет. Сал был одним из милейших парней, кого я знала. Я всегда чувствовала себя в безопасности рядом с ним до того вечера. Вы можете рассказать, что увидели в домике на дереве? Через какое-то время после того, как я вернулась с озера домой, мне позвонил Сал. Прошел всего час или около того. Он был перепуган, и по его голосу было понятно, что он плакал. Он сказал, что Ларри мертв. Я умоляла его позвонить 911, сказала, что позвоню сама, если он не станет. В итоге кто-нибудь позвонил в 911? Нет, еще в старшей школе мальчики убедили меня, что в Ноквилле орудует тайная организация, связанная с полицией, что им нельзя доверять. Так что, вопреки здравому смыслу, я не позвонила в 911 и сразу же поехала в апартаменты. Когда я добралась до домика на дереве, Сал вел себя очень странно, ходил кругами и разговаривал сам с собой. Естественно, он был расстроен, как и я сама, но таким я его никогда не видела. Я попыталась успокоить его, но он продолжал бормотать что-то о культистах и каком-то неминуемо грядущем зле. Он сказал, что Ларри в домике. Мне понадобилось собраться с силами, я не понимала до конца, что происходит. Мертв ли Ларри на самом деле, или же Сал сошел с ума? Я поднялась в домик, но там все было как обычно, только лежала пустая бутылка из-под алкоголя. Чего? Часто ли Сал выпивал?
Совсем не часто. Сал очень редко притрагивался к алкоголю. Как-то он рассказал, что боится напиваться, потому что зависимость это у них семейная. А он не хочет становиться алкоголиком, поэтому я поняла, что что-то не так. Ларри нигде не было видно. А Сал начал меня серьезно беспокоить. Я попыталась привести его в чувство и вразумить, но это ни капли не помогло. Я попыталась увести его в дом, но он отказался, и мы разругались. Раньше мы никогда не ругались. Мне пришлось уйти, я не могла находиться рядом с ним в таком состоянии и не хотела вас все усугубить. Перед тем, как уйти, я сообщила Генри и Лизе, что Салу нужна помощь. Они сказали, что присмотрят за ним. Я попросила их позвонить мне, если понадоблюсь. Оставлять Сала вот так было ужасно, но я не знала, что делать. Я должна была остаться с ним. Я всю ночь сидела у телефона, пока он не зазвонил второй раз. Ой, ужас. Минут через 10 после того, как ушла Эшли, приехал тот. Он понял, что что-то не так, потому что я резко сорвался с места и не отвечал на сообщения. Он приехал на фургоне и привез нашу экипировку. Я рассказал Тоду, что сделал Ларри. Нам понадобилось время, чтобы прийти в себя. Ларри был нашим лучшим другом, как я упоминал ранее. Мы были семьей. Ой, тяжело. Куда делся его труп? Не уверен, он пытается что-то мне сказать, но тут сплошные помехи. Кажется, у него не получается с нами нормально связаться. Давай попробуем новый гаджет. Думаю, он поможет. Погоди секунду. Готово. Я модифицировал твою гитару некролампами. Это должно позволить нам взаимодействовать с миром духов в определенных пределах. Как она работает? Включается с помощью кнопки G. Как ты можешь видеть, я добавил на гриф 12 символов. Играй соответствующие ноты, чтобы активировать их. Выбери группу нот, а затем нажми J, K или L, чтобы сыграть ноту из этой группы. Попробуй сыграть все 12 нот. Что произошло? Тот? Ларри? Эй, есть тут кто? О, призрак Элисон Розенберг. Здравствуй, дорогая моя Салли. Кто вы, Роуз? Свет твоей гитары несет в себе магию иного мира. Возможно, пророчество все же окажется правдивым. Что? Но на объяснение нет времени. Ты должна использовать эту силу, чтобы остановить их. Пожиратели Бога добились своего, несмотря на все наши усилия. Что за хрень только что произошла? По материи мира прошла рябь, началось... ты должна уничтожить магические барьеры, чтобы добраться до источника и положить ему конец. И как же мне это сделать? Используй силу некроламп. Тебе понадобится помощь из мира духов, чтобы найти скрытое от твоего взора. Я с этим помочь не смогу. Я обязан оставаться в черной комнате. Однако я могу временно освободить твоего друга Ларри от его оков. Он станет твоими глазами на той стороне. В добрый путь, дорогая Салли. Сал? А? Ты меня до усрачки напугал. Ты куда-то исчез, а потом какой-то сильный звук раскачал домик. Где ты был? Кажется, гитара сработала. Я видел Розенберг. Она сказала, что культ вернулся. Мы должны остановить их, пока не... О, жесть. Что только что? Ларри? Кажется, Розенберг как-то нам помогает. Я так долго торчал в этом гребаном домике. Да, всего несколько часов прошло с тех пор, как ты чертов мудак, как ты мог так поступить? Почему ты меня оставил? Почему? Прости, чувак, серьезно, но время поджимает. Роз сказала, что культ уже здесь, и их необходимо остановить сегодня. Будет тяжко. Поверить не могу, что это происходит. Не могу поверить, что тебя больше нет. Пошли, Сал, надерем жопу этим придуркам. Ой, жесть какая-то вообще творится.
Так, ребята, ну, наверное, уже продолжим в следующей серии, а на этом будем сегодня заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вам нравится вообще мое прохождение. В следующей серии мы будем, значит, останавливать этот бешеный какой-то непонятный культ. Я надеюсь, у нас это получится. Так, ну все, наверное, будем уже заканчивать. Все, всем спасибо, всем удачи и увидимся уже в следующей части. Всем пока.